В региональном центре по хоккею с шайбой, возводимом в Чебоксарах при кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Александра Кочетова, готовится к церемонии открытия. Комплекс должен быть запущен в эксплуатацию в конце мая. С состоянием дел познакомился наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Технические службы ледового стадиона майские праздники провели в активной работе по подготовке льда. Результат, как говорится, налицо. На площади почти 1700 квадратных метров нарощен лед толщиной 5 сантиметров. Нанесена разметка для проведения игр по хоккею с шайбой. Региональный центр – структурное подразделение 4-й школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой Минспорта Республики, которую возглавляет Олег Салтыков. Мастер спорта страны оценил качество льда. Как говорится, лед скользкий, хороший лед, добротный лед. Чувствуется, что вода очищенная, но есть еще шероховатости, доработать, нужно его нарастить, отшлифовать, и будет тогда в идеале. Готовить лед помогает специальная техника. В арсенале комплекса появилась новая ледозаливочная машина. В отличие от своих аналогов, работающих во дворце Чебоксара-Арена, на искусственных катках поселка Вурнары, столичного стадиона «Спартак» и новочебоксарском комплексе «Сокол», «Красный Волк» – электромобиль. В этой машине немножко больше опций для подготовки льда. То есть мне удобнее смотреть на приборы и уже знать, где что включать, когда что выключать. То есть в этом плане она удобнее намного. Особенность этой машины еще в том, что в комплекте вместе с машиной идет станок для заточки ножей. Ну, то есть это такая очень обязательная вещь вообще для любой заливочной машины. Как бы ни была совершенна техника, все же без ручного труда не обходится. Так что остатки льда после работы ледозаливочной шлифовальной машины приходится убирать вручную. Впрочем, в оставшееся до окончания срока строительства время не обойдется без умелых рук при оснащении оборудованием помещения раздевалок, тренажерного зала и благоустройства территории. Кстати, 7 елочек, высаженных перед майскими праздниками в рамках международной акции «Сад памяти», прижились и уже в ближайшее время ждут пополнения в своих рядах. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров. Вести. Чувашия.